На выборы как на праздник. Под аккомпанемент народной музыки с паспортом в руках и с четким знанием того, за кого стоит голосовать. На 208-м участке выборы с национальным колоритом. В остальном все строго по правилам. Термометрия, дезинфекция и дистанция. Азамат Азраилович уже проделал все эти ритуалы и определился с кандидатами. Я думаю, они владеют предметом, настроениями, желаниями и представляют себе те задачи, кардинальные задачи, которые стоят перед нашими депутатами. Наша республика сейчас находится на подъеме, в самом начале пути. Очень большие кардинальные задачи и предстоит решить по всем направлениям. Поэтому им будет чем заниматься и где приложить свои силы. Заветные галочки в бюллетене кто-то уже успел поставить еще в первые дни выборов, а кто-то для важного момента выгадал свободную минуту в воскресенье. Айшат Кадзоева на выборы пришла в свой единственный выходной, последовав примеру домочадцев. Сегодня воскресенье как-то сам день располагает для того, чтобы праздничное настроение у людей. Общаемся друг с другом, встречи интересные проходят. Вот таким образом, в воскресенье мы решили проголосовать. У карабулакчан сегодня особые привилегии – совместить, так сказать, полезное с полезным – ярмаркой сельхозпродукции в центре города. Так что добираться со всех уиков удобно. Мясо, колбасные изделия, мед, масло и овощи – все местное. Ну, примерно, болгарка 40 рублей, да, а вот такие 75-76, да, так 35 дети. Раньше по 800 мы килограмм продавали, а свежу везде добавилось, и у нас килограмм 1000 рублей. Какие сорта? Сорт пока у нас есть акация, боярышник и липа. Пока одни закупаются, другие еще голосуют. Выборы уже на финишной прямой. В городе открыты и работают 8 уйков. Воспользоваться своим конституционным правом на 207-м участке успели уже больше половины избирателей. Этот участок оснащен системой автоматической обработки бюллетеней. Доброжелательно идут, никаких нарушений нет за эти 3 дня. Работаем, как говорится, в штатном режиме. У нас электронная форма голосования, КАИБы называется, значит, нам не нужно подсчитывать, в отличие от других участковых комиссий, бюллетени. Все идет автоматически, сразу же, и с сопровождением протокола, то есть данные сразу активируются. А вот Хож Ахмед Евлоев с выборным процессом знаком изнутри. Долгие годы работал в составе избирательной комиссии. Здесь важен голос каждого, ведь на кону будущее не только республики, но и страны, считает он. Вей мохки, вей вулкужи, халы идиш, гянны дух куда отдал же, раскость олождык, светлое будущее. После закрытия участков сотрудники избиркомов начнут подсчет голосов и подведут итоги выборов 2021. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.